Петербурге задержали таджикского блогера. Шохрух Саидзода стал генерал-майором. Уровень воды в Нурекском водохранилище сократился на 4 метра. Путин поручил обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия. Сотрудники уголовного розыска в Петербурге задержали 36-летнего гражданина Таджикистана, который находится в международном розыске. Как передает Фонтанка.ру, мужчину остановили 20 февраля днем на улице Моисеенко в Санкт-Петербурге. Его имя и другие данные не сообщаются. На территории России он находится легально, но при этом стало известно, что с июля 2020 года его ищут на родине. По серьезным обвинениям, говорится в новости на портале. По версии следствия, мужчина вел на Ютубе свой канал, где якобы выступал с призывами к свержению государственного строя, а также разжиганию расовой и религиозной вражды. Мужчину доставили в отдел полиции, инициатора розыска, таджикскую сторону, о его поимке уведомили, пишет портал. Любую критику в свой адрес власти Таджикистана трактуют как призыв к свержению государственного строя. Не исключено, что блогер просто имел храбрость критиковать какое-либо действие властей. В тюрьмах Таджикистана немало приговоренных за лайк или коммент под постами оппозиционеров. Иногда за это приговаривают к 10 годам тюрьмы. Сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон присвоил очередные воинские звания в честь празднования 30-й годовщины образования Вооруженных сил Республики, которая отмечается 23 февраля. Новых званий удостоилась группа военнослужащих ВС Республики и сотрудников правоохранительных органов за образцовую службу и ценный вклад в обеспечение защиты конституционных прав граждан, борьбу с преступностью, сохранение общественного порядка, защиту государственных границ. В информации пресс-службы главы государства не сообщаются имена, лишь отмечается, что группе военнослужащих из Минобороны, МВД, ГКНБ и Минюстиции были присвоены высшие воинские звания генерал-майора и специально очередное звание генерал-майор милиции. Судя по фотографиям, опубликованным пресс-службой главы государства, в основном это силовики, ответственные за подавление протестов в Гуфбау. Награды и воинские звания, в частности, получили Абдурахман Аламшозода, первый заместитель министра внутренних дел, Шохрух Саидзода, начальник управления уголовного розыска МВД, Мухаммад Шох Искандарзода, начальник управления МВД в Бостоне, Сухроб Рауфзода, командир управления внутренних войск МВД и Фаридун Махмадализода, начальник пресс-центра Минобороны Республики Таджикистан. Уровень воды в Нурекском водохранилище, главном резервуаре страны, сократился на 4 метра. Об этом сообщил председатель города Нурек Дильшот Асазода на пресс-конференции. В дни январских морозов власти решили обеспечить население электроэнергией в полном объеме. В результате увеличения спроса на электроэнергию увеличился и объем потребления воды из водохранилища Нурекской ГЭС. Уровень воды в водохранилище сократился на 4 метра, сказал мэр города. Несмотря на это, Нурекская ГЭС увеличила производство электроэнергии. По словам Ахмада Амина Махмад Саидзоды, главного инженера Нурекской ГЭС, в прошлом году гидроэлектростанция произвела более 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что превышает показатели за аналогичный период. С 2019 года продолжается реализация проекта реабилитации Нурекской гидроэлектростанции. Ожидается, что после завершения работ проектная мощность станции с 3000 будет доведена до 3300 мегаватт, а в целом с учетом возобновляемого потенциала мощность станции по производству электроэнергии увеличится на 700 мегаватт, повысится уровень, улучшится качество обслуживания на станции, а также обеспечение страны электроэнергией. Если США проведут испытания новых видов ядерных вооружений, Россия сделает то же самое. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня в своем послании Федеральному собранию. Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия. В США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть, сказал Путин. Президент заявил, что Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия. В этой ситуации Министерство обороны и Росатом должны обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен, заявил президент Российской Федерации.
Президент России также объявил о приостановке участия Российской Федерации в договоре о стратегических наступательных вооружениях США. Это ключевой документ о сокращении наступательных потенциалов двух стран.